24 года. Журналист. Девушка видная и интересная. Наша героиня мечтает о статном, ну что уж скрывать, богатом муже-романтике. Тимур, 30 лет, бизнесмен, мужчина требовательный и властный, но самое главное – состоятельный. Пожалуй, именно о таком мечтала Ирыс. Но Очень часто сталкиваемся с тем, что молодая красивая девушка говорит: я выйду замуж только за богатого человека. И при этом она не скрывает своих намерений. Я хочу, чтобы он купил мне машину, я хочу, чтобы он купил мне дом, хочу загорать где-нибудь там на морях. И с чем же она может столкнуться? Конечно же, если она будет выходить замуж не за человека, а за его состояние и за свое нарисованное будущее, ее ожидает крах, потому что, столкнувшись с реальностью, элементарно, да, мужчина каждый будет требовать, чтобы она была в прекрасной форме. Если это солидный, статный, богатый мужчина, он будет требовать от нее, чтобы она была умна, элегантна, чтобы с ней, выходя на публику, в свет, он не испытывал какие-либо стеснения или какой-то стыд. Что-то такое, потому что он может попасть под обсуждение его окружения. Но уже сейчас Ирыс задумывается, а будет ли ей комфортно в золотой клетке. Ведь никакой любви, даже симпатии к богатому ухажеру она не испытывает. Но очень сложно жить с нелюбимым человеком и какие-то его недостатки закрывать финансовым положением его. Потому что чувства деньгами не копишь. Отношения деньгами не купишь. Конечно, она, может быть, где-то будет импровизировать, делать из себя любящую супругу, но вряд ли это у нее долго будет получаться. А вот сердечко Ирыс тревожно бьется при виде молодого учителя средней школы Адилета. У него нет машины, нет дома, больших денег, но есть любовь, огромная и светлая. Скажу из практики, такие браки по расчету они недолговечны. Интерес все равно пропадает. Каждый человек родился быть счастливым, каждый человек родился быть любимым и любящим. Что же выберет Ирыс? Деньги или любовь? Покажет время. Анара Бишекеева, Тимур Коджумджаров, студия Замана.